В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Я расскажу вам об экономических событиях в республике и стране. Порядка 1,5 миллиона тонн зерна из интервенционного фонда Российской Федерации планируется реализовать на внутреннем и внешнем рынках. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте Кабмина. Речь в нем идет о продаже в 2018-2019 годах ржи, пшеницы и фуражного ячменя. Зерновые были приобретены при проведении государственных закупочных интервенций в период с 2008 по 2016 годы. Их пустят в продажу на российские прилавки и на экспорт. Сельхозпродукция из интервенционного фонда реализуется при принятии правительством России решения о ее реализации на биржевых торгах, в том числе на экспорт по ценам не ниже рыночных, говорится в пояснительной записке. Полученные от реализации зерна средства направят в доход федерального бюджета. Экономика России стала меньше зависеть от внешних факторов, цен на нефть и санкций. Об этом сказал первый вице-премьер, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. По его словам, Россия стала более независимой с точки зрения внешних импортных технологий. Мы стали меньше зависеть от внешних факторов, несмотря на то, что у нас такой двойной удар получился. Снижение цен на нефть в прошлом и внешние ограничения. Но тем не менее, я могу сейчас утверждать, что наша экономика стала менее зависима от цен на нефть и менее зависима от санкционного воздействия. Мы научились реагировать на те ограничения, которые введены. Мы начали развивать свою собственную экономику, собственную промышленность, сельское хозяйство, сказал он. Вопросы транспортной доступности невозможно решить только силами самих дальневосточных регионов. Нужно разрабатывать и внедрять комплексные меры. Такое мнение высказал глава Якутии Айсен Николаев. Одним из таких решений является отмена налога на добавленную стоимость по авиабилетам. Также необходима реконструкция аэропорта, взлетно-посадочных полос. Кроме того, комплексно должны решаться вопросы по автомобильному и железнодорожному транспорту. Обеспечение транспортной связности – один из ключевых аспектов социально-экономического развития республики. В последние годы в этом направлении проделана большая работа, в том числе в части строительства пускового комплекса Томмот-Нижний Бестях, железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск. Сейчас есть все основания для того, чтобы якутский транспортный узел стал логистическим центром, который связал бы части транспортной системы. До конца года будет завершено строительство железнодорожной станции Нижний Бестях, и грузовые перевозки будут идти в постоянном режиме. А к лету планируется начало постоянного пассажирского сообщения, сказал он. Ну а перспективы открытия прямого железнодорожного сообщения до Нижнего Бестяха обсудили в Сочи. Наличие современной инфраструктуры для перевозок пассажиров и грузов – один из актуальных вопросов для Якутии. В деловой встрече приняли участие представители транспортного сектора, РЖД и ведущих предприятий железнодорожной отрасли. Так, якутская сторона провела переговоры с генеральным директором «Трансконтейнер» Вячеславом Сараевым. Переговоры касались развития контейнерных перевозок, перспектив отправок контейнерных поездов с использованием контейнерной площадки железных дорог Якутии на станции Нижний Бестях. Пожилые якутяне, чье детство проходило в суровые годы Великой Отечественной войны, получат особый статус. В регионе принят закон о мерах поддержки детей войны. Особые льготы предусмотрены пенсионерам, не достигших совершеннолетия на момент 3 сентября 1945 года. Согласно документу, они могут получать ежемесячно компенсацию в размере 1000 рублей. Также проходить ежегодную диспансеризацию, им оплачивается половина расходов на санаторно-курортное лечение на территории республики раз в 3 года. Закон вступит в силу со следующего года. Под его действие в республике подпадает более 2500 якутян. К этому закону относятся те граждане, которые никакими льготами до этого не получали, не охватывались. Количество их 2646. В бюджете 2019 года предусмотрено более 34 миллионов рублей, и будет выдаваться удостоверение официально, согласно порядку, который установит правительство Республики Саха-Якутия.
Компания «Колмар» победила в конкурсе «Российская горная награда-2018» в номинации «Инвестиционный проект года». Финал конкурса и награждение победителей состоялось на праздничном закрытии форума «Майнекс Россия-2018». Горная награда – это конкурс, ставший своеобразным отраслевым «Оскаром» для недропользователей России. Наградной комитет конкурса присуждает высокий статус компаниям, добившихся наилучших результатов в важнейших видах деятельности добывающих компаний. Компания «Колмар» – это крупный угледобывающий холдинг, объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Якутии. В Москве завершилась Российская энергетическая неделя. Глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак подчеркнул важность сферы для экономики страны. Его главная цель – демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Также форум стал прекрасной площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики и актуальных проблем развития. Что касается Якутии, то республика представила в первую очередь заинтересованность в работе возобновляемых источников энергии. Это, безусловно, важно для каждого якутянина, поскольку сегодня бюджет республики формируется во многом за счет энергетических ресурсов нашей Якутии. И мы выстраиваем сегодня стратегию развития этих отраслей промышленности. Кроме этого, на энергетической неделе обсуждались на панельных сессиях вопросы и энергетического обеспечения изолированных территорий, так называемые технологии ВИА, это возобновляемые источники энергии. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.